1988 yılda Gagauz интеллигенциясы Gagauz halkı toplantısını kurdu. До появления именно как политического движения, да, Гагауз халкы, оно было изначально называлось по другим статусам – дискуссионный клуб по вопросам истории, этногенеза, культуры. То есть не предполагалось политикой заниматься, а именно обсуждать проблемы, связанные с гагаузской историей, культурой, языком. И действительно, поначалу было так, но потом постепенно перерос в политическое русло. Этот клуб стал политическим движением, это партия, назовем его так. 1989 yılda Hederli ayın 21'inde Gagauz halkın ilk siyazdında rezolüsiya kabul edildi. Angasının avtorları Moldova'nın üyeleri tarafında Avtonom Respublikasını kurmaya teklif ettiler. Komrad'ı da onun baş kasabası olarak belli ettiler. Гагаузскую советскую автономную советскую социалистическую республику в составе Молдавской ССР. Кто за то, прошу поднять мандат. На волне их национального движения, потому что у них тоже возникает свое национальное движение, да, за сохранение гагаузского языка, за развитие его, за популяризацию его. Гагаузы в этом видят гарантию сохранения своей идентичности. 1990 yılda Ağustos ayın 19'unda Stepan Topal'ın önderciliğinde bir grupa insan Sovyetler Birliği'nin içinde Gagauz Respublikası'nın kurulduğunu bildirdiler. Kişinyov'da bu kararı konstitüsyaya karşı buldular. 1991 yılın Mart ayında geçti referandum. Nerede Gagauz Respublikası'nın yaşayanları Sovyetler Birliği'nin içinde bulunmak için seslerini verdiler. Bu arada Ağustos ayın 27'sinde Moldova bağımsızlığını kabul eder. Bu üzere Kişinyov hem Komrat arasında anlaşmak daha da pek zorlaşır. Uzun görüşmelerden sonra anglarında pay alır yerli hem dünya arası aracılar, onların biri Türkiye lideri, iki taraflı kompromislerin sonunda Komrat mahsus statusu kabul ederek kayıl olur dönme Moldova Respublikası'nın konstitüsya alanına. Gagauz kardeşlerim, uzun lafın kısası, sizi seviyoruz ve size güveniyoruz. Статус Гагаузии, который будет рассмотрен парламентом, открывает широкие возможности самоуправления в рамках свободной, независимой, целостной Молдовы. 1994 yılda Dekabr ayın 23'ünde Moldova parlamenti kabul etti Gagauz yerinin özel statusu için kanununu. Angısı devlet bütünlüğünü hesaba alarak avtonomiya haklarını garantiye altına aldı. Появление Гагаузии как таковой – это не только великое событие для гагаузов нашего региона, но это был и великий бонус для всей нашей республики Молдова. Ведь путем переговоров, парламентским путем, не кровопролитным. Это было, скажем, исключение из правил, можно сказать, даже так. Создание государства внутри страны появилась автономия. В первую очередь, я всегда, когда говорю о гагаузах людям, иностранцам, да, я им говорю, что, во-первых, это является самым показательным примером, когда на постсоветском пространстве мирно был решен конфликт. Особенность Республики Молдова как раз и является то, что вот эта мультиэтничность, и я даже бы сказал, это должно быть и такой визитной карточкой, но это ни в коем случае не ущемляет и титульную нацию. Bugünkü Gagauzya, mahsus statuslu avtonom teritorial bölgesi 3 ofisyal dillen. Angısı Gagauzların kendini belli etmek forması olarak Moldova Respublikası'nın bir ayrılmaz payı sayılır. Avrupa'da insan haklarını koruyan kurumların çoğu hem historikler Gagauzya avtonom teritorial bölgesini milletler arasında konfliktlerin başarılı çözülmesinin örneği olarak görüyorlar.